Добрый день! Сегодня 29 апреля, ровно 114 лет со дня рождения Ахмета Куановича Жубанова. Ахмет Куанович– масштабная личность, биография его лично меня очень сильно впечатляет. Он во многом первый основатель, новатор. Его творческая деятельность многогранна. Он композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, ученый, педагог, блестящий исполнитель, дамбрист. Первый доктор искусствоведения, академик, занимал руководящие должности, был ректором консерватории. Также он первый создатель и организатор оркестра казахских народных инструментов имени Курмангазы. Кроме того, он был талантливым и скромным человеком, хорошим другом, отцом. Об этом я узнала в книге серии «Унегели Умер» 2017 года выпуска книга. Здесь есть воспоминания его родственников, а также коллег Кабалевского, например, Брусиловского, Бельгера Геральда и других. Но сегодня я хотела рассказать не о тех книгах, которые написаны о нем, а о тех, что он сам написал, о его научно-исследовательской деятельности. То, что он оставил и написал, это, я считаю, бесценно. Ахмет Куанович – автор свыше 300 научных работ. Среди них статьи, монографии. Также как этнограф и музыковед он записал более 1000 народных песен и Киев. Именно благодаря его научному и просветительскому труду сохранены лучшие образцы казахской музыки. Имена Біржан Сала, Ахансері Жаяумысы, Дины, Таттымбеті Даулеткерей, Курмангазы нам сейчас известны, и мы знакомы с их биографиями, творчествами. Их произведения исполняют оркестры и другие исполнители. Научно-публицистической деятельностью Ахмет Жубанов начал заниматься, будучи студентом Ленинградской консерватории. В 1933 году, возвратившись в Алматы, Ахмет Куанович привез с собой рукопись первого учебного пособия на казахском языке «Музыка Альпеса», в переводе «Азбука музыкальной грамоты». Это, наверное, первая книга, по которой казахские музыканты могли получить музыкальное образование на своем родном языке. Уже в 30-е годы Ахмет Куанович – автор интереснейших публицистических, научных и критических статей. В течение многих лет Ахмет Куанович работал в журналах и газетах, таких как «Әдебиет және искусство», «Жұлдыз», «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Казахстан», «Лениншіл жас», где были опубликованы его объемные статьи о творчестве русских композиторов и мировых композиторов. В 1936 году он завершает свои исследовательские очерки под названием «Три школы на западе Казахстана. Народный композитор Курмангазы». Особое внимание Ахмет Куанович уделяет изучению музыкального наследия Курмангазы. В 1960 году вышла в свет объемная книга «Курмангазы». В 1961 году вышли 2 сборника «Ки Курмангазы» и «Ки Даулеткерей». Ки выдающегося композитора он записывал, собирал, издавал, пропагандировал в живом исполнении оркестра имени Курмангазы. Жубанов стал, подобно Мухтар Ауэзову, создавший в художественной литературе образ Абая, создателем образа кийши и композитора Курмангазы. Сейчас я хотела бы перечислить все книги, которые Ахмет Куанович написал и издал. Это «Струны столетий», «Соловьи столетий». За книгу «Соловьи столетий» Ахмет Куанович был удостоен премии Шоканова Алиханова. Мухан Тулебаев, 1963 год. «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», 1942 год. «Музыкальная культура казахского народа». Энки Сапары, «Путешествие по песням», год издания 1976. Өскен өнер, вехи казахского искусства, 1985 год. Это фундаментальные музыковедческие труды о казахских народных композиторах, инструменталистах и композиторах-певцах.